Чем бы сегодня заняться, как убить скуку? Конечно, поучить английские идиомы. Удача, везение, to be saved by the bell. Быть спасенным благодаря вмешательству извне. The team was saved by the bell, otherwise the score could be different. Эту команду спас удар гонга, финальный свисток, в противном случае счет мог бы быть другим. A blessing in disguise. Не было бы счастья, да, несчастье помогло. Нету худа без добра. His illness proved to be a blessing in disguise because it gave him strength and courage. Собственная болезнь оказала на него благотворное влияние, потому что она дала ему силы и смелость. To land on one's feet. Счастливо отделаться, выйти сухим из воды, выпутаться. She lands on her feet. She has got good marriage, good home, nice children. Ей везет. Она удачно вышла замуж, у нее замечательный дом, милые дети. To hit the jackpot. Достичь большого успеха, неожиданно преуспеть. He hit the jackpot when he opened a restaurant in Moscow. Он открыл ресторан в Москве, он добился успеха, заработал много денег. To fall into somebody's lap, легко достаться кому-то, выпасть на долю. It would be wrong to assume that the victory will drop in our lap. Было неверно думать, что победа достанется нам просто так, без борьбы. To be given a leg up, to get a leg up, получить поддержку, дающее преимущество. The mother thought her name had given her boy a leg up in the competition. Мать думала, что ее имя способствовало успеху мальчика в конкурсе. To strike it lucky, случайно повезти, например, выиграть в лотерее. Some economists have criticized the draw of raising state cash because they take money from the poorest people who dream of striking it lucky. Некоторые экономисты критикуют лотереи как следствие для сбора наличных денег для государства, потому что таким образом они отбирают деньги у бедняков, которые надеются на случайный выигрыш и везение, успех. To have something under one's belt, иметь что-то на счету в прошлом за плечами. Today with the Nobel Peace Prize under his belt, he is a stateswoman of world renown. После получения Нобелевской премии мира она стала государственным деятелем с международной известностью. To sweep the board, добиться полного успеха, стать хозяином положения. The opposition has swept the board in the field where the renamed communists have failed to win a single seat. А оппозиция одержала сокрушительную победу на выборах в парламент Софии, где коммунисты не смогли занять ни одного места. To go off the boil, становиться спокойнее о ситуации. Discontent had rarely been off the boil. Недовольство редко утихало, теряло остроту. To pull oneself up by one's bootstraps, самому добиться успеха, пробить себе дорогу. It was his ability to pull himself up by his bootstraps which appealed to me. Мне понравилась его способность добиваться успеха без посторонней помощи. To get brownie points, отличиться, заработать благодарность или вознаграждение, заслужить похвалу. There are no brownie points in the real world for smart, clever marketing plans unless they lead us to effective action in the customer market. В реальной жизни не заслуживает похвалы красивый и умный план по маркетингу до тех пор, пока он не приведет к реальным успехам на потребительском рынке. To carry all before oneself, добиться успеха и победить всех соперников. Newcastle United under Keegan were carrying all before them, winning their matches and opening up an enviable lead at the top of the first division. Команда Newcastle United по руководству Кигана добилась больших успехов, выигрывая свои матчи, выходя на первое место в турнирной таблице первого дивизиона. To be in the clear, быть вне опасности, избавиться от беды. For the first time since the surgery, he had no fever. He was in the clear. Впервые после операции у него не было повышенной температуры. Он вне опасности. With flying colors, с большим успехом, с победой. She passed the entrance exam with the flying colors. Она успешно сдала вступительные экзамены. I had a medical test in April and passed it with flying colors. Я прошла медицинское исследование с отличным результатом. To stay the course, придерживаться до конца, не сойти с дистанции, завершить трудное дело.
In Canada, where the infantry opened to women 5 years ago, very few have stayed the course. В Канаде 5 лет назад в пехоту стали принимать женщин, но лишь некоторые из них не сошли с дистанции, продержались весь срок службы. To go critical, достичь успешной, беспроблемной работы, заработать в полную силу. The airport is going critical. More than 1 million passengers a year pass through that terminal. Этот аэропорт заработает в полную силу. Более 1 миллиона пассажиров в год проходят через его терминал. To carry the day, побеждать, одерживать верх победу. For the first time being, those in favor of liberalization measures seem to have carried the day. В данное время сторонники проведения либерализации, кажется, побеждают. To go the distance, достичь цели, пройти всю дистанцию. He was not supposed to be able to go the distance, but in the end he won the 12th round. От него не ожидали успеха, но в конце концов он победил в 12-м раунде. To be within spitting distance of goal, быть очень близким к цели, к успеху. Our soldiers are within spitting distance of success. Наши солдаты очень близки к победе. To be having a field of day, добиваться успеха, преобладать. Our closeness is observed but not commented upon, at least never to us. In our absence, the office gossips are probably having a field day. Наша близость замечена всеми, но никто о ней не высказывается, а по меньшей мере при нас. В наше отсутствие, вероятно, сплетни все же преобладают. To lead the field, быть лидером, идти во главе. The Americans continue the field when it comes to child actors. Америка продолжает лидировать в области детей актеров в кино. To start on the right foot, добиться успеха на старте, успешно начать. I share your feelings, both positive and negative. If you decide to go ahead, you will be starting off on the right foot. Я разделяю твои чувства, и положительные, и отрицательные. Если ты решился действовать, то ты сразу добьешься успеха. You can't keep a good man down. Упорные, способные люди добиваются успеха и преодолевают все трудности. Кто хочет, тот добьется. He will come through. You can't keep a good man down. Он добьется своего. Кто сильно хочет, тот всегда добивается успеха. To make a headway, добиваться прогресса, продвинуться. Может, вы знаете, есть курс английского языка Headway. Он назван не с потолка так, а с намеком на то, что вы добьетесь изучения английского благодаря этому курсу. Курс хороший, я его рекомендую. There was a concert in the city that police were making little headway in the investigation. В городе обеспокоены тем, что полиция мало продвинулась в расследовании этого дела. To ride high, быть популярным, пользоваться успехом. In the early 1980s, the James Bond films rode high. В начале 80-х фильмы о Джеймс Бонде пользовались популярностью. To be home and right, добиться успеха, достичь цели. She is leading and she has to be home and right. Она лидирует и она должна победить. Процветание, богатство. A fat cat, жирный кот, толстосум, денежный мешок. The fat cats of commerce are making huge profits out of the public. Коммерсанты живут как жирные коты, получая прибыль, обдирая простой народ. To be in the clover, кататься как сыр в масле, жить припеваючи. Bankers were in clover until the financial crisis. Банки жили припеваючи до финансового кризиса. To be out of the top drawer, относиться к верхушке, привилегированному классу, к богатым. She is carried a man out of the top drawer. Она вышла замуж за знатного, богатого человека. To be living off the fat of the land. Жить в роскоши, кататься как сыр в масле. They were living off the fat of the land while the rest of the country was starving. Они купались в роскоши, в то время как вся страна умирала от голода. To stand on one's own feet, встать на ноги, стать самостоятельным, не нуждаться в помощи. You have to stand on your feet. Тебе нужно стать на ноги, уметь самому зарабатывать деньги. Dizzy height, головокружительная высота, большой успех. Kasparov was the youngest world champion. He had known such dizzy heights when he was 20. Каспаров был самым молодым чемпионом мира. Он достиг головокружительных высот, когда ему было 20 лет. To live high on the hook,
жить в роскоши припеваючи. From the looks of his home I judge that he lived not very high on the dog. По обстановке дома я сделал вывод, что он живет не очень зажиточно. To live like a king, жить как король. It was no lie. Company executives lived like kings. Это не было ложью, руководительство, то есть руководство компании жило как короли. To do a land office business, процветать, иметь большие доходы. The restaurant was doing a land office business. Ресторан процветал. To live in the lap of luxury, жить в роскоши. We don't live in the lap of luxury, but we are comfortable. Мы не купаемся в роскоши, но и не испытываем нужды. Счастье, радость. To walk on the air, не чуя ног под собой от радости, быть очень счастливым. I can't believe that I have won. I am walking on air. Я не могу поверить, что я выиграл. Я вне себя от радости. To be full of beans, быть счастливым, полным энергии. He looked pink-cheeked and full of beans after a long sleep. После долгого сна он выглядел розовощеким и полным энергии. Cakes and ale, веселье, удовольствие, развлечения. They spent too much time on the cakes and ale. Они тратили слишком много времени на развлечения. To kill the fatted calf, закласть упитанного тельца, встретить радушно, накрыть богатый стол. The father killed the fatted calf to celebrate his son returns from the army service. Отец накрыл богатый стол, чтобы отметить возвращение его сына с армии. To look like the cat that got the cream. Выглядеть довольным и счастливым. He passed the last exam, he looked like the cat that had got the cream. Он сдал последний экзамен, он не скрывал своего удовлетворения и счастья. А есть ли люди, довольные профессией? Да, я таким являюсь. Мне нравится учиться, учить других людей, потому что это своего рода донести смысл. То есть надо распинаться, бывает, что ученик не подходит, но если ты вот выкладываешься, и у ученика есть озарение, поверьте, это радость. Ну, у меня есть вторая радость, называется зарплата. То есть моя зарплата 300 рублей один урок. По деньгам это среднее, но я живу в Канаде, и английский мне родной. То есть я лучший учитель, который может вам и гипотетически, да и в принципе за всю жизнь предложиться. Это не только мания величия, я не отрицаю этот факт, но и реальная действительность. Либо учитель слишком дорогой, либо ничего не знает. Я оптимальное сочетание цены и качества, всего наилучшего и